Список клиентов VIP-сутенерши, запрет сериала «Слово пацана», драка девочек в хиджабе и полный игнор петиции против бытового насилия. Да, не самая позитивная неделька выдалась у нас, друзья, но обо всем по порядку. Смотри до конца, там самое интересное. Пикантные новости уходящей недели. В соцсети слили список клиентов VIP-сутенерши, который моментально разлетелся по соцсетям и мессенджерам. Всего в списке около 300 имен с телефонными номерами, в том числе Кайрат Нуртас, племянник Мухтара Джакишева Абылай Джакишев, председатель АО «Казахтуризм» Талгат Аманбаев и многие-многие другие. Список якобы получили из телефонной книги популярного блогера Love Айка, которую задержали еще в июне этого года. Правоохранители выяснили, что она через закрытые соцсети организовывает приватные секс-вечеринки, на которых девушки модельной внешности оказывают интимные услуги и эскорт-сопровождение для богатых мужчин. Особенно любопытные пользователи воспользовались ситуацией и решили проверить кредитную историю Кайрата Нуртаса. Оказалось, что у него кредитов более чем на 1 миллион тенге. Ненадолго вернемся к теме бытового насилия. Все же успели подписать петицию за ужесточение закона. Впрочем, даже если не успели, это уже не важно. Минюст все равно решил ее не рассматривать. К слову, там более 150 тысяч голосов. Причиной, которую назвали в ведомстве, петиция не является легитимной. Касательно той петиции, которая набрала оборот, насколько мне известно, она была размещена в 2021 году, и сейчас большое количество людей к этой петиции присоединились. То есть само по себе инициирование петиции было еще до вступления стандартизированных подходов по петициям. Так сказала Алма Муканова. Она добавила, что уже разработана специальная платформа «Е-петиция» и посоветовала позже нам всем там снова собрать 150 тысяч голосов. Между тем, казахстанцы увидели угрозу в новом российском сериале «Слово пацана». Сюжет разворачивается в 80-е годы прошлого века. 14-летний Андрей из интеллигентной семьи становится частью подростковой банды «Универсам». Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что множество сцен насилия может негативно повлиять на подростковую психику. А в нашей стране негатива и так достаточно. Каждый вечер в выпусках новостей. Своей позицией по поводу этого сериала уже поделились министр науки и высшего образования и министр просвещения. Министерство просвещения и, в принципе, я лично, конечно, мы против всякого рода насилия, поэтому, конечно, должно быть нулевой терпимость, идет определенное изучение. Естественно, никаких насилий в школе или же такие произведения не должны иметь места в нашей стране. Влияют на психику такие сцены или нет, однозначно сказать тяжело. Но, думаю, многие помнят, как мальчики старались подражать Саше Белому в начале 2000-х. Кто знает, возможно, «Слово пацана» — это современная версия «Бригады». Новость из Павлодара о беременности 14-летней девочки поразила весь Казахстан. Первыми изменения в ее теле заметили учителя. Позже они сообщили об этом ее маме. Как оказалось, девочка пострадала от насилия, и сейчас подозреваемый ее отчим уже задержан. Сейчас пострадавшая находится дома. Она перешла на дистанционное обучение. Ей всячески помогают психологи и педагоги. Ранее сообщалось, что классный руководитель и директор школы получили выговор за беременность восьмиклассницы. Позже незаконные дисциплинарные взыскания отменили. Не меньший шок у людей вызвали дерущиеся в хиджабах девушки. Такое видео появилось в ТикТоке. Когда и где это было снято, точно неизвестно. Две девушки напали на третью, пинали ее в живот, опрокинули на землю и продолжили избивать. Очевидцы просто стояли и смотрели. Но необъяснимая агрессия – это не единственная эпидемия в Казахстане. Сейчас в стране зарегистрировано более 19 тысяч случаев заболевания корью. Первые случаи заболевания выявили еще в марте, однако остановить распространение вируса Минздраву так и не удалось. Сложившуюся ситуацию генеятры называют очень сложной. Сейчас болезнь распространилась во все регионы, больше всего в южных и западных, в том числе Алматы и Шымкенте. Для предотвращения распространения кори 6 ноября началась массовая иммунизация. Однако казахстанцы получать прививку не спешат.
Министерство здравоохранения считает, что виновны в этом антиваксеры. Недоверие наших людей к медикам, впрочем, легко объяснимо. 4 числа стало известно о гибели полицейского после укола. 40-летний Турижан Макашев скончался 8 ноября в больнице. Ему собирались сделать операцию по удалению геморроя. Несмотря на то, что ему на запястье прикрепили наклейку синего цвета, сигнализирующую о наличии аллергии, медсестра этот факт проигнорировала. В результате мужчина покраснел, стал задыхаться и скончался от анафилактического шока. У него осталось 3 детей. Хочется, честно, очень хочется, чтобы наши выпуски были более позитивными. Но получается, как всегда. Напишите в комментариях, чем вам запомнилась эта неделя. Не забывайте ставить лайки и подписываться. До встречи через неделю.